Непогода, установившаяся в последние несколько дней в Абхазии, привела к серьезным подтоплениям в восточной и западной частях республики, в особенности в Гагрском районе. Большое количество ливневой воды вытекло в море. В сложившейся ситуации специалисты СЭС настоятельно рекомендуют не купаться в морской воде, пока она не очистится и не будут взяты пробы. Вместе с ливнестоками в воду попали бактерии, которые находились на земле. Возможно, где-то были смыты, особенно по Гагрскому району, были смыты туалеты надворные. Может такое быть, потому что по Гагре шло очень серьезное затопление, там, где частный сектор, у них и выгребные ямы могли быть, и все прочее. Все это поступило в море. При таком наводнении, вот как было, вполне возможно, что утонуло достаточно большое количество мелких животных. То есть все это не благоприятствует тому, чтобы микробный состав воды оставался хорошим. В воде надо дать очиститься, нам надо дать провести возможность сделать исследование морской воды и после этого уже купаться в свое удовольствие безопасно, без риска подхватить кишечную инфекцию. Что касается питьевой воды, то главный санитарный врач Алла Беляева не рекомендует пить ее из-под крана, так как есть большой риск заболеть кишечной инфекцией. Были отключения электроэнергии, вследствие чего в трубы могла попасть путем подсоса грязная вода. По Сухуму то же самое. Локальные были отключения света. Наводнение было не такое серьезное, но тем не менее могла попасть грязная вода в трубу. По Сухуму сегодня отобраны пробы воды. Результаты мы получим к пятнице. Поэтому, особенно в летний период, мы всегда рекомендуем лучше воду прокипятить. Вот кипяченая вода – это гарантия стопроцентная того, что от воды вы не заболеете, не заразитесь ничем, никакой кишечной инфекцией. Особенно, что касается маленьких детей, им воду нужно кипятить обязательно. Накануне министр туризма Теймураз Хишба порекомендовал закрыть на время все пляжи Абхазии. Это необходимая мера для безопасности жителей и гостей. О том, что нужно воздержаться от купания в море, говорят и специалисты МЧС. В момент наших съемок в районе Диаскурии над морем образовались 2 смерча. Никто из туристов в это время не находился в воде, так как сотрудники ГИМС МЧС контролировали ситуацию. По Сухуму, по городу, мы как-то, я своих сотрудников, я сам лично тоже хожу и доводим до людей, что купаться запрещено здесь, это опасно для жизни. Во-первых, если даже это не штормовая погода, здесь не оборудован пляж, нету ни спасателей, ни ограничительных буйков, ни спасательной лодки, катера, поэтому здесь купаться нельзя. Мы до всех доводим и пытаемся их вытащить с данного пляжа. Но по остальным городам у нас просто число наших сотрудников не хватает, чтобы они по всем пляжам это доводили до людей. Поэтому бывают такие случаи. Буквально вот вчера люди заплыли на доске далеко, практически до корабля, не могли выплыть. Мы на нашем катере дошли до них, но они уже обратно практически дошли, доплыли. Мы сегодня их вызвали к себе, оштрафовали, донесли до них, что в штормовую погоду купаться нельзя. И хозяина, который им выдал данные эти САП-доски, он им сказал, говорит, я им сказал, что далеко уплывать нельзя, но и тем не менее в такую штормовую погоду нельзя и выдавать эти доски со спасательными жилетами, хоть и жилет есть, но это не поможет. Первые правила, которые рекомендуют специалисты МЧС во время наводнения – отключить в доме все электроприборы, не держать домашних животных на привязи, найти безопасное место и ожидать помощь. Самое главное, если вода зашла в дом, это отключить все электроприборы. Если есть такой щиток электричества, сразу же на общий дом, бывают, они есть, то сразу же надо отключать электричество. Если в дом вода и вода поднялась, как я и сказал, во-первых, животных отпустить и самим, и детей как-то на возвышенность поднять, где нет воды. Соответственно, и документы, если есть серьезные, все это собрать и подняться на возвышенность.
Соответственно, вызвать МЧС. Спасатели рекомендуют оказавшимся в воде снять с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи. Если вы в машине, то избегать езды по залитой водой дороге, так как машину может снести течением. Если вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь. И самое главное – сохранять спокойствие и не паниковать. Алька Трапшрамукамки, Абхазское телевидение.